Владимира Высоцкого. Наверное, следующая песня, которая прозвучит в нашей программе, я приглашаю на сцену клуб любителей авторской песни гимназии Пушкина, ансамбль. Ребята, они исполнят песню «Белое безмолвие». «Белое безмолвие». Она писалась для фильма «Земля Сальников», но в этот фильм она не вошла. Он пришел. Все года и века и эпохи подряд все стремится к теплу от мороза к югу. Почему же эти птицы на север летят, если птицам положено только юг? Слава им не нужна и величие, вот как крыльями кончится лед, и найдут они счастье птичье, как награду за дерзкий полет. Что же нам не жилось, что же нам не спалось, что нас выгнало по высокой волне? Нам сияние пока наблюдать не пришлось. Это редко бывает сияние в цене. Тишина, только чайки, как молнии, пустотой мы их кормим из рук. Но наградой будут нам за безмолвие обязательно будет звук. Когда вновь снятся нам только белые сны, все дневные оттенки снега земли. Но прозрим давно такой белизны, но прозреем от черной полоски земли. Наше горло отпустит молчание, наша слабость растает, как тень, и награда за ночи отчаяния будет вечный полярный день. Север, воля, надежда, страна без границ. Снег без грязи, как долгая жизнь без вранья. А регионам не выплюнет глаз из глазниц, потому что не водится здесь воронья. То не верю в дурные пророчества, снег не лег ни на миг отдохнуть. Тем награду за одиночество должен встретиться кто-нибудь. Приглашаем на сцену Александра Виноградова, исполнителя авторских песен. Пожалуйста, Саша, помогайте сюда. Хочется сказать, что вот когда я появилась, когда мы стали с клубом авторской песни работать в городе в 92 году, тогда уже шли большие фестивали, песни Высоцкого звучали в исполнении, очень хорошо помнится исполнение Димы Сиротина, там 18 лет было, он приезжал из Воркуты, исполнял песни Владимира Высоцкого. Мы входили в круг, когда эта песня уже звучала на фестивалях, хотя были времена, когда песня пробивалась из записей, из магнитофонных лент, с трудом приходила к нам. Пока Саша готовится, еще хочу рассказать, такой уникальный кадр у нас есть в гимназии Пушкинской, у нас большой музей, и на фотографии вот около 5-го кабинета есть фотоснимок, там стоят старшеклассники и держат в руках
руках книгу. Книгу написано 1981 год, и видно, что обложка видна, и там написано «Нерв» Высоцкий. Вот такой знаковый момент, то есть в 1981 году уже книга, ну, или перепечатана, или какая была. В любом случае, вот фотографии нам уже об этом говорят, что люди находили возможность, читали, слышали эти тексты. Итак, Александр Виноградов, пожалуйста, приглашаем вас на эту сцену. Своровал бы как вор, как я бы летчиком стал, это знаю точно. И команду такую винты на упор отдавал, как вдруг Домодедовской ночью под моей рукой чей-то город лежит, и хлебчает мороз, и долдонят капели, и пастели метели, и звезд миражи освещали мой путь в синеглазом апреле. Ну а путь у меня 10 жизней подряд. Я бы песни забыл, я бы стал астрономом и прогнал бы друзей, просыпался один, всегда дышать от успеха земного. Под моей рукой чьи-то звезды лежат. Я спускаюсь в кафе, словно всплывшая лодка. Здесь по-прежнему жизнь, тороплюсь я назад, и по небу иду капитанской походкой. Но ведь я пошутил, я спускаюсь с небес, перед утром курю, как солдат перед боем. Свой единственный век отдаю я тебе. Все, что будет со мной, это будет с тобою. Под моей рукой твои плечи лежат, и проходит сквозь нас дня и ночи граница. У сына в руке старый мишка зажал, как усталый король, обнимающий принца.